История через призму искусства. Экспозиция с говорящим названием «Победный май 45-го» открылась в Музее изобразительных искусств. В нее вошли более 30 работ известных и начинающих мастеров живописи и декоративно-прикладного искусства. Каждая из них – дань памяти и уважения тем, на чью долю выпали нечеловеческие испытания суровых фронтовых 40-х. Лейла Ахриева была в числе первых посетителей. В экспозиции более 30 работ известных ингушских художников, и все они посвящены Великой Отечественной. Авторы попытались передать всю суровость военной жизни и ежедневную отчаянную борьбу советских солдат с фашистскими захватчиками. Большая часть этих работ ингушских художников посвящена обороне Малгобека. Также посвящены эти работы боям под Насыркортом, ну и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Отдельное внимание тем, кто внес неоценимый вклад в Великую Победу. Портреты известных защитников отчизны также в коллекции основного фонда Государственного музея изобразительных искусств. Портрет военного летчика в ширвании Костоева. Это портрет, выполненный Хасултом Акеевым. Затем портрет известного ветерана войны, ингуша Саварбека Плиева. Портрет Умара Богатырева, вот верхний. Этот портрет выполнен Азой Ильясовой. Портрет Гайтукиева, выполненный Зелимханом Исмурзиевым. Представлены и необычные работы на военную тематику мастерицы Асет Бежиговой. Немаловажное значение в экспозиции имеют и работы Асет Бежиговой. Она, кроме того, что она является мастером декоративно-прикладного искусства, она также и преподает в школе искусств города Карабулак. Это расписные подносы, посвященные военной тематике. Это будни советских солдат на фронтах войны. Часть работ посвящена обороне Малгобека. Каждая деталь отражает стойкость и решительность советских солдат. Недавно коллекция основного фонда музея пополнилась работой Заремы Базиевой. Автора впечатлил рассказ ветерана Дауда Хамхоева. После тяжелых боев они зашли в одну русскую деревню. Было знойное лето, и солдатам захотелось напиться воды. В центре села они увидели колодец и спустили ведро в этот колодец, который натолкнулся на что-то твердое. Воды в колодце не было. Когда они решили проверить, что же там такое, один солдат спустился и увидел, что колодец заполнен телами маленьких детей. Когда достали трупы этих детей, и вот художницу очень сильно впечатлил этот страшный эпизод войны, и на основе воспоминаний ветерана войны Дауда Хамхоева была создана эта работа. Живописные полотна погружают зрителя в тяжелую атмосферу тех времен. Экспонируемые полотна как свидетельство для современников и будущих поколений. Выставка «Победный май 45-го» в Музее изобразительных искусств продлится до 16 мая. Лейла Ахриева, Муса Ильясов, Нейт Цичоев, Вести Ингушетия.